Мы спим, мы находимся в спячке. За эти годы выросло целое поколение, воспитанное на свадебно-концертной культуре. 30 лет прохихикали как-то. Не бывает так, что всем все всегда нравится. Фильм не художественный, что фильм плакатный и так далее и тому подобное. Мне казалось, что вы хотели сыграть на всех вот этих чувствах. Это задача с 3 звездочками. Есть такие институции, которые призваны воспитывать в населении народ. Что с поддержкой вообще? Как? Мы тоже проводим такие тектонические сдвиги в сознании нашей аудитории. Мы от муптеля еще не отошли, а вы уже... Театр – это не просто развлечение. Театр – это площадка для воспитания народа. Ассаляму алейкум. Алейкум селям. Честно говоря, очень рад, что вы пришли. И хочется поговорить про творчество, про создание, про созидание. И первое, с чего хочу начать, это, понятное дело, фильм «Муптеля». Да? Потому что, скажем так, это такое событие в нашем медиапространстве, которое никто, наверное, не обошел мимо. Ну, по крайней мере, те, кто активны, кто вот в сетях, кто смотрит. Давайте поговорим про это, про этот фильм, да? Можем же поговорить? Давайте. Конечно. Что мы еще не рассказали об этом фильме? Не, ну давайте так. Подойдем к этому изначально так, что как будто бы мы ничего не рассказывали никому, да? И никто об этом ничего не знает. И поэтому вот эти простые вопросы, они будут уместны, я так думаю, да? Ну, что мне вообще всегда было интересно, я сам за творчество, я сам за создание. И я понимаю, насколько это сложный процесс, вообще в принципе вот этот кино, да, наверное, можем так сказать, что это полноценное кино? Да, это киноработа именно. Но во всяком случае мы старались Да. сделать именно кино. Да. Поэтому вот вопрос к этому. Сценарий, задумки у людей есть, но нет возможности сделать это кино. Как так получилось, что это кино все-таки дошло до экрана? Как так получилось? Это... больше года шла работа в общей сложности. А если брать историю идеи и начало съемок, то надо умножать на 2. То есть 2 года в общей сложности от момента первого звонка будущего автора сценария и режиссера, постановщика, будущему продюсеру до того, как мы вышли на экран. 2 года, да, не меньше. И как? Я не могу сказать, что наш путь был устлан розами. Скорее, он был устлан шипами, по которым пришлось пройтись, пришлось наступить на все камушки подводные, которые были. Пришлось в очень непростых и меняющихся условиях действовать, работать. И, наверное, это вот наша общая заслуга команды, то, что мы дошли где-то упорством, где-то настойчивостью, где-то просто какими-то уже качествами не творческими, да, а именно человеческими. Дошли до этой финальной точки, дошли до зрителя в кинотеатре. И для нас было принципиально важно показать этот фильм в кинотеатре, поскольку он изначально задумывался именно для кино. А кинотеатр почему? Почему не YouTube просто выложить? Есть определенная магия в Ютубе. Я сама много чего смотрю, да, тех же казахских фильмов, я много смотрю их в Ютубе. У них такая традиция. Они много размещают фильмы, премьеры размещают в Ютубе. А у нас, скажем так, это была моя мечта. Вот, не знаю, как Эльмар Ага, но это была моя мечта. Прийти в кинотеатр и посмотреть крымско-татарский фильм. И поэтому, пусть даже это короткий метр, но мне изначально хотелось увидеть это на большом экране, сидя именно в кинозале. Поскольку есть в этом особая магия, да, фильмы на большом экране, когда есть специальный свет, когда есть специальный звук. Ну да, в принципе, я думаю... Иные ощущения, иные впечатления, иное погружение. Я думаю, что никому объяснять не надо разницу, да, там в кинотеатре и дома сидишь. Так, хорошо, Эльмар Ага, вот смотрите, я уверен, что у вас много сценариев, то есть задумок, да, потому что человек творческий, тем более с вашим бэкграундом, у вас есть опыт и в киносъемках, и в театральных постановках.
И, скорее всего, у вас идей много разных. Почему вот эта идея вышла вперед? Ну, по поводу того, что есть много сценариев или каких-то сценарных разработок, Идей, скажем так. идей, ну, конечно, есть. Творческий человек не может, он так устроен, что он, хочешь не хочешь, он работает. То есть, собаға одын қоймасаң, о сөне. Поэтому, конечно, ежедневная работа над собой, ежедневная работа с темами, с мыслями, с образами, да, все это есть, конечно. И не один, и не два, и не пять. Дело в том, что как это все реализовать. Вот действительно вопрос из вопросов. Потому что Моцарт, знаете, писал мелодии и избавлялся от них, выбрасывал. Дарил в этих нотных листах, исписанных мелодиями, цветы своим возлюбленным. То есть от возникновения мелодии, которую он услышал, и до воплощения его в полномасштабное симфоническое произведение проходит очень много времени и бывает приложено очень много усилий. Так и, конечно, в нашем деле тоже. То есть от момента, когда осенила та или иная идея, тот или иной образ мира, как говорится, да, а любое театральное или кинопроизведение – это такой своеобразный как бы мир, который предлагает автор. Вот. И до воплощения его на экране, и когда его посмотрел первый зритель, до этого проходит очень много времени. В нашем случае прошло почти 2 года. Да. Как-то так. А почему именно это произведение? Почему именно это произведение? На наш взгляд, понимаете, для Вер, за 30 лет, как наш народ стал возвращаться на свою историческую родину, за 30 лет было много разных произведений. Хороших, плохих, концертных, площадных. Были претензии на фильмы. Были разные темы подняты. Но сегодня, на мой взгляд, настало время не набирать темы, а отбирать их. То есть сегодня, по-моему, мы должны поднимать темы, которые бы из нас делали народ, создавали народ. Потому что, на мой взгляд, в последнее время мы стали немного относиться к себе, очень, так скажем, занизили планку для себя. Я, может быть, сейчас копну очень глубоко, но, на мой взгляд, за 30 лет не было создано больших литературных произведений. За 30 лет не было создано больших и очень важных изысканий в философии нашего народа. Мы попытались вот в этой короткометражке поднять много всяких разных тем, которые волнуют. Ну, это чувствуется. Понимаете, и очень сложно было все это органично сплести в единую, так сказать, в канву, чтобы оно было органично между собой переплеталось, и в то же время какая-то из тем бы не была столь вопиюще кричащей. Но в то же время, чтобы этот поток информации, он чтобы не оскорбил никого, опять-таки. Потому что
на мой взгляд, фильм призван поднять с глубин некоторые вопросы, которые апеллируют лично к нам, а не к кому-то извне. То есть, по сути, вы с народом разговаривали. По сути, это прямая речь к народу. Кто мы? Зачем мы? И куда мы идем? Вот такие вот основные были вопросы. А то, что во что это вылилось, это уже как бы... Это уже совсем другая это история. уже другая история, это уже, да. Но я могу сказать, вот из обратной связи, которую мы получали, люди говорили, что этот фильм надо было снять 15 лет назад, 20 лет назад. Все верно. И в этом-то наша, наверное, и боль, что мы не сняли этих фильмов 15 лет назад. Сейчас мы живем в обстоятельствах, которые очень сильно меняются. И какие-то темы, которые поднимаются сейчас, пока до того момента, пока они там дойдут к зрителю, массовому зрителю, да, они могут терять какую-то свою актуальность. Но тем и как бы острее, да, я почувствовала, насколько вообще мы, ну, таким как бы гафлет юкуда был намас, да, мы спим, мы находимся в спячке, мы не осмысливаем реальность, мы не переосмысливаем самих себя в данной точке, то есть у нас все по накатанной. Родился, отучился, женился. Не, подождите, а может быть мы в спячке, потому что мы хотим просто проспать этот период? Дело в том, что нет, мы же не просто спим, мы же не просто спим. Дело в том, что за эти годы выросло целое поколение, воспитанное на свадебно-концертной культуре, Вот именно. воспитанное на вот этих вот мишурных костюмах, которые, понимаете, которые не отражают реальной культуры. То есть это все как бы мишура, понимаете? А бонын темеле, то есть основы этого в другом. Мы как-то отошли немного, мы как-то заигрались, мы как-то запраздновались, понимаете, увлеклись. Но есть вещи, к которым мы должны вернуться. Мы должны вернуться и оттуда опять начать отсчет. Понимаете? Поэтому не получается как бы только праздновать. Проспать не получится. Проспать не получится. Не даст нам, Уроки придется да, жизнь выучить. не даст нам этого. Домашнее задание придется все равно выучить. Мы должны ответить на эти вопросы. Что для нас наши бабушки, дедушки, их наставления, их просьбы, их мольбы, что для нас наша земля, эти горы, этот лес, это что наша жизнь? Ну хорошо, но это же процесс связанный. То есть, если мы говорим про условно спящий народ, с этим народом-то и элиты спят. Все же спят, получается. Сон. Или кто-то не выспавшийся. А давайте мы. Сон разума порождает чудовище. Давайте мы скажем про. Сон элит порождает. Коль уж вы затронули вопрос элит, понимаете, давайте посмотрим на нашу элиту. Ну, для начала определить, что такое элита. Да. Что это такое? Да. Что это такое? Понимаете, вот вопрос, Да. на который у нас сегодня как бы нет ответа. Вопрос открыт. Поэтому эти вопросы должны в первую очередь волновать людей искусства, культуры, мыслителей, литераторов, те люди, которые призваны воспитывать народ. Понимаете? То есть время, когда мы создавали много и густо, подходит к концу. Пора создавать для созидания, для
для воспитания. Сегодня мир такой, когда многие народы определяются, народ это или население. А народ от населения очень сильно отличается. Поэтому мы попытались, может быть, неумело, может быть, коряво, но все-таки поставить вопросы. И не требуя так публичного ответа на эти вопросы и сиюминутного ответа, пусть просто каждый сам себе ответит. У достойного произведения искусства, вернее, произведение искусства, оно ставит вопросы. А каждый отвечает сам себе. Так тихо, у себя дома, на кухне или где-нибудь у себя под одеялом. Главное, чтобы каждый сам себе ответил на эти вопросы. Не обязательно публично. Что касается художественных произведений, например, литературных, вот я, как человек, который не так давно сдавал экзамен по литературоведению, я учусь в аспирантуре, и мы с Нариман Уджи Абдульваповым как раз на эту тему и говорили, что за 30 лет возвращения не создано ни одного значимого романа, нет никакого объемного, со смыслами, со слоями, с философией, произведения художественного, которое бы осмысливало нашу текущую реальность. И это о чем-то говорит. И это тоже говорящий факт. Но о сне, том самом сне, в котором находятся наши элиты. Может, просто у нас их нету, кто может написать это? Элиты, ну, это хороший вопрос, знаете. Ну, если мы не можем просто. Вот мы проводим лекции, которые обращаются к периоду столетней давности, и вот тогда очень живо перед глазами встает та самая плеяда нашей интеллигенции. Это и писатели, и общественные деятели, и публицисты, и этнографы, художники, очень много разных людей. И когда ты знакомишься с их биографией, знакомишься с их мыслями, ты понимаешь, что вот это была элита. Элита, которая была нацелена на будущее, да, то есть это элита, которая очень много делала в текущем моменте. Мы до сих пор мы возвращаемся к их наработкам. То есть мы до сих пор осмысливаем то, что было наработано 100 лет назад. Ну, там неплохие наработки просто. Это считается, это считается ведь такой ренессанс. Да. Момент ренессанса. Ну, там же тоже был период такой затишья, большой период затишья же был, Кара-Асыр, и потом же начал появляться. Может быть, у нас так же? Кара-Асыр считается периодом, насколько я понимаю, как раз-таки до этой плеяды, а уже Гаспринский и следующая. Да. То есть 150 лет реально у нас была такая тишина, такая пауза, когда народ приходил в себя. И появление фигуры такого масштаба, как Исмаил Гаспринский, оно буквально вот дало очень мощный толчок. И если бы, конечно, не Исмаил Гаспринский, то не появился бы Нуман Челебиджи-хан и вместе с ним всех тех, кто был его соратников, и той самой вот то, что мы говорим, плеяда, да, национальной интеллигенции. И вот уничтожение этой интеллигенции, самой большой, конечно, трагедия произошла 18 апреля 1937 года, это, вот по моему мнению, личному мнению, я не претендую на какую-то там супер... Нет, это... Но, по моему мнению, это трагедия объективное мнение, сопоставимая с масштабами депортации. То есть депортация нас уничтожила физически, а вот сталинские репрессии уничтожили интеллектуально, уничтожили духовно, поскольку эти люди еще и были носителями духовно-моральных ценностей. Сегодня мы не восстановились еще. То есть, если от депортации численно мы восстановились, то в плане интеллектуальном, моральном, духовном мы еще не оправились. И вот это огромная трагедия для нас. Как-то сегодня стало очень модно, привычно говорить про наше блестящее прошлое. Ну, это всегда так, когда нет. Дело в том, что, да, когда нечем гордиться в настоящем, тогда мы говорим про прошлое. Но к этому прошлому мы имеем, вот я
Мы Я об этом регулярно говорю. имеем такое же отношение, например, а, Ну, да вы хочется. поняли, как эта камера к Ютубу. Ну да. Понимаете? Да. Поэтому мы и прошлого-то не знаем, как полагается. Мы не знаем этих деталей, мы не знаем всех этих Да, причинно-следственных связей, что из чего вытекало и к чему это все. Мы, вернее, только констатируем факт, к чему мы пришли. Факт. Ну вот мы пришли, да, и мы, вот вы говорите претензию к 30 годам жизни в Крыму, да, и Да. отсутствие там каких-то значимых результатов, но мы же можем сказать, что вот эти 30 лет, ну, по крайней мере, начало 90-х, это было золотой шанс, золотое время для нашего ренессанса, как народа, в принципе. Это было такое, знаете, какое-то окошко возможностей, какой-то подарок истории, Да. в которое вот кто впрыгнул, тот впрыгнул. И у нас еще где-то, наверное, думаю, что до 150 тысяч крымских татар разбросаны по всему постсоветскому пространству. И вернутся ли они когда-нибудь, в кого они уже превратились. Те, кто сейчас приезжает в Узбекистан, они возвращаются с тяжелым сердцем. Я сама хочу съездить, как бы вот сверить эти ощущения, но я разговаривала с людьми, то есть люди, общаясь там с нашими соотечественниками, часто говорят, что задержись мы там еще лет на 50. Вот 50 чуть многовато, 10, мне кажется. От нас бы ничего не осталось. Мне кажется, 10. Мы бы растворились в этой слизи. Ну, честно говоря, не знаю, с чем связаны твои тяжелые такие мысли. Мне кажется, что народ просто живет свою жизнь. И сейчас, кто живет в Узбекистане, они понимают, что они и здесь никому не нужны. Потому что как такой программы не было возвращения. Мы Каждый сам по себе возвращался. 90-е были никому не Просто это, знаешь, на что похоже? Это похоже на сдачу экзамена. Вот когда толпой сдаешь, его как-то проще. А когда идешь один, тогда... То есть все, кто приезжали в 2000-х, вот недавно, кто в 2010-х, они говорят, что мы никому не нужны. И... Так и в 90-е мы никому не были нужны. Но Вспомните. мы же все были вот в помните, этих как это галошах начинали? возвращения. То есть Ну, Дело были, в том, да, может быть, что коллективно было веселее. эти 30 лет, ну, первые 10-15 лет были потрачены на забивание колышков Да. Да. и построение дома, в котором должен был наш народ продолжать свое существование. Это, кстати, никто не учитывает, что Да, ничего же не да. создавалось, и поэтому тоже. Даже те люди, которые были уже состоялись как деятели культуры, искусства, а я уверен, что в основном народ морально выжил благодаря этим деятелям культуры, которые в нас все-таки держали этот стержень и были барометром. Такие выдающиеся наши личности, как и Шреев Шемизаде, ну и многие другие. Не буду сейчас вдаваться в подробности. Но приехав сюда, наши деятели, которые уже были известными личностями, они, засучив рукава, взяв в руки кетмени, они строили. Никто им не предоставил и не сказал: вы занимаетесь-ка своим творчеством, а мы подумаем о том, чтобы вы жили. Понимаете? Так И вот они мы- строили. Вот. И причем не где-то они строили, а они строили, вы посмотрите, где живут писатели наши. Вы посмотрите, где они, куда их заслали. В Марьино есть улица, где писатели Улица места компактного писателей. проживания. Аллах согласен. Как специально, знаете, вышвырнули их туда далеко, чтобы они только и думали, чтобы ходили вверх и вниз по этой дороге. Вот этим занималась наша так называемая культурная элита. Было не до смысла в жизни. Ну да. Смысл жизни, вернее, это тоже был смысл жизни, построить жилище, построить новый дом. Но то есть время приоритеты этих людей немного... уходило. Время уходило, и сегодня наши великие, не побоюсь этого слова, представители нашей культуры, таких как Зарема Тросинова, Али Мусиинов, сегодня они уже
люди преклонного возраста, которые эти 30 лет, 20 лет так точно потратили на то, чтобы построить свой дом, а могли столько сделать полезного для народа. Вот чем мы занимались. Может быть, и поэтому тоже Да. Ну, я думаю, что да. у нас произошла такая как бы холостая прокрутка. Ну вот с Рамазаном Гусиновым, когда я разговаривал, он про свое Тоже возвращение что-то тоже рассказал, чуть-чуть да. рассказал. Он говорит, был известным художником, признанным в Узбекистане. Да. Да. И приехал, говорит, забил колышек, говорит, и Да. начал строить дом. И их десятки, этих людей, которые уже Скульптор состоялись, Айдар все Алиев они, состоявшийся, Айдар Алиев, да. все они состоявшиеся люди, и они потратили свою жизнь, можно сказать, самые энгбо или махсулдар яшларын, они потратили на... Ну, вы знаете, я думаю, что они и сейчас могут. Просто слушатели Нет, нет. могут. Где вот эти могут, слушатели? Могут. Где люди, которые могут это оценить? Слушатели, Дело- читатели произведения имеете в виду? Почитатели, ценители, те, кто могут остановиться, посмотреть, задуматься, сделать вывод. Как будто бы это все проходит мимо и никому не нужно. Для Эрбей я хочу высказать такое вот мнение, понимаете? Есть такие институции, которые, опять-таки повторюсь, призваны воспитывать в населении народ. Да. К этим институциям относятся библиотеки, театры, Музей. Культурная среда, музеи, так сказать. культурная среда. Но посмотрите, наша культурная среда, я человек как бы театральный, мен сүйегім театр санатында қатты, поэтому я скажу с этой позиции. То есть 30 лет народ кормили такими комедиями, и по сей день они говорят, давайте вот комедию, сейчас давайте вот комедии комедию, заходят. давайте. Да. Но дело в том, что у нас комедия получается ради комедии. Понимаете, они не несут познавательную и воспитательную функцию. Вот какая история. Получается, что мы 30 лет прохихикали как-то, а уроков из этого не извлекли. Ну как, извлекли. Не, ну, в том, чтобы, смотрите, Какие? я вот сейчас как продюсер скажу пару слов по поводу того, что вот идти за аудиторией, да, или не идти. Да. Аудитория всегда хочет чего? Смех, трэш, скандал, да, И что-нибудь выпить в этот момент. Да, Ну, воды. что-нибудь закусить или выпить в этот момент. И, конечно, всегда будет контент, который рассчитан на этот, на эти ощущения, будет закрывать эти потребности аудитории. Но вместе с тем есть же контент, который немножко другого уровня, да, и другой направленности, который заставляет плакать, который заставляет думать, который заставляет пережить какой-то катарсис, да, и нельзя сказать, что вот это лучше, потому что это лучше продается, а это хуже, потому что оно вот такое непонятное, какое-то там такое высокое искусство. То есть, если мы всегда будем идти и спускаться до аудитории, мы можем упасть очень низко. Совершенно Аудиторию нужно все-таки немножко подтягивать. А тем более очаги культуры, да, их как бы задача немножко все-таки аудиторию так приподнимать, воспитывать, показывать, что вот есть такой вид контента. Я, как человек, который делает образовательный контент, я могу делать развлекательный, да, я много его делала за периоды своей работы. Но сейчас я занимаюсь просветительско-образовательным контентом, и я не могу сказать, что это контент, который не нужен людям. Он им нужен. Я же вижу люди, которые приходят. Если первую лекцию мы проводили, у нас было в зале 15 человек, то сейчас у нас лекции и 60, и 100 человек было, знаете. То есть это аудиторию надо немножко, во-первых, приучать. Надо показывать. Надо давать пробовать разные вкусы, как в гастрономии, да. Если, конечно, кормить аудиторию какой-то условной рамой, то потом нечего удивляться, что она не понимает вкуса настоящего сливочного Поясни, масла. что такое рама. Потому Да. что не все ж такие старые. Алды. Я думаю, что алды нас поняли, да. То есть такой суррогат, Воспитывать маргарин. вкус, совершенно верно, говорит Наджия. Мне кажется, проблема в том, вот знаете, проблема в том, что нет переводчиков между
скажем так, мыслью и народом. То есть вот это как, знаете, как сербский артхаус, да, когда ты смотришь и думаешь, блин, что я сейчас смотрю. То есть, Вот сейчас тоже точно нужна будет ссылочка да, на летящий сербский сапог, артхаус. да. То есть, вы знаете, вот смотрите, я ничего против серьезного, вдумчивого контента не имею, да, в равной степени, как и против комедии тоже ничего не имею. Это абсолютно Это, нужные да, жанры. Да, не нужные, да. И то, что сейчас люди и по всему миру так, спрос идет на то, чтобы посмеяться, это, наверное, связано с глобальным состоянием людей, с растущей тревожностью, с растущими проблемами. Чувство тревоги как? Оно что же так прошибает немножко людей или нет? Я вот что, значит, я как-то не так выразился, что вы неправильно меня поняли. Вы прекрасно знаете, что я, когда начинал свою актерскую деятельность, я начинал именно с... Комедии. Да, скорее всего, даже не с комедии, а с сатирой. То есть... Ну, сатира это не самая плохая То комедия. есть, так в том-то и дело, что сатира-то и воспитывает, понимаете? То есть не просто так там кукарекать, потому что это смешно, когда человек кукарекает, не птица, а человек, а именно этим что-то высмеивать, то есть какие-то пороки человеческие. Вот. К этому призвана комедия изначально. Но сегодня, да, я пришел к какому-то такому вот для себя осознанию, что сегодня нужно зрителю дать пищу для размышлений. И именно через какие-то, как вот говорит Наджия Ханум, через катарсис, через потрясение, через осознание, через это. Ну, это, наверное, просто связано с тем, что вы сами растете. Ну, наверное, я И же другие как бы вопросы не начинаете себе молодею. задавать. Да. Не, очень нормально, что новые поколения, они будут проходить свои этапы, да, задаваться своими вопросами. Я помню, как мы все зачитывались вашими рассказами про Абдурамана и Мерзие. Это же прекрасно. То есть это вот когда вы были тем человеком, каким вы Воспитания были. мало там, честно говоря. Нет, это на самом деле, знаете, воспитание, это не обязательно кто-то должен выходить в таком, знаете, снимать В колпак и назидательном говорить, тоне. а сейчас я вас Да. буду воспитывать. Мысль. На самом деле, вот те персонажи, которых ты узнаешь, да, то есть люди творческие, они для меня своего рода такие медиумы, которые Да, пропускают, трансмиттеры, да, передатчики. пропускают через себя эту реальность, и они ее воплощают на бумаге, в словах, в текстах, в образах, и ты уже видишь свою реальность со стороны, и ты можешь посмотреть, что и сделать какие-то выводы. Можешь не сделать выводы, можешь посмеяться, пройти дальше. Это как бы уже уровни осознанности самого человека. Но, тем не менее, такая работа должна производиться обществом. И как раз вот то, о чем мы говорим, да, мы, например, как будто бы у нас очень мало произведений, которые бы, например, осмысливали 90-е. Вот только, может быть, какие-то первые рассказы сейчас стали появляться. А уже, извините, сколько лет прошло, да? 30. А плюс. нужно их... Обязательно. Это нельзя Мы должны проспать. осознать Нельзя этот проспать, период понимаете, тоже. исторический период. Нас потом на него опять перекинет. Мы должны это осознать и рассказать об этом нашим детям теперь уже. Мы это сами пережили, а дети наши должны знать, то есть этапы, по которым мы двигались к сегодняшнему дню и к чему мы пришли. Конечно, вот такой киношный образ, да, когда человек лежит в коме, проходит 20 лет, он просыпается, дети выросли, все, как бы, да, жизнь Уже, какая-то, да, скажем жизнь так. какая-то прошла, но так не получается. Так не получается. То есть, если мы не пройдем эти этапы, уроки, не осмыслим, не обсудим, не сделаем какие-то выводы, да, должна быть общественная дискуссия, которая у нас сейчас, она в каком-то непонятном состоянии. Мы, конечно, Да. не предлагаем нашему зрителю какой-то там моралите в чистом да, виде. да. Нет. Allah согласен. Пусть каждый сделает свои выводы. Мы показываем определенные образы в определенных обстоятельствах, которые стремятся к достижению своих целей, тех или иных. А зритель
уже сделает выводы. И мы как раз недавно с Наджей Ханум говорили о том, что финал, то есть основной посыл произведения, да, у любого автора заложен в финале. Да, весь ход произведения понятно, но в финале это самый главный посыл, это его сверхзадача, это его идея всего этого произведения раскрывается и реализуется в финале. То финал в сегодняшнем произведении, как нам видится, открыт. То есть мы точку не ставим. Вторая серия будет? Нет, каждый должен поставить у себя точку. Ну, это нечестно. Но почему? Ну, Почему? Именно, Нечестно именно заставлять этот, работать. именно этот. Нет, искусство не предлагает выхода, понимаете, для Р. Оно не предлагает выхода, оно ставит вопросы, на которые каждый индивидуум должен ответить сам. Быть или не быть, ну, так или иначе. Да, но вы как режиссер, вы все равно манипулируете этими вещами. И если, допустим, у вас есть какая-то идея, вы все равно подталкиваете к этой идее. Ну, подталкиваем, мы показываем разные. То есть Вот я наша- по обратной связи увидела, что люди увидели вообще, как будто посмотрели каждое свое кино. Сейчас, подождите. мы подводим к тому камню, который налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. То есть мы показываем разные пути, но каждый должен выбрать их сам. Каждый должен выбрать их сам. Это дает человеку выбор и ответственность за свой выбор. Только так может сформироваться, только так может взрасти и воспитаться, понимаете, нация. А если всем в рот вот положить эту пилюльку, все так проглотили, ну и все, и дальше что? Сказали, машаллах. Да, машалла, сауалыңыз епсі яхшы еді, айды да бір да чағырыңыз. Но только побольше, вот, чтобы на столе было в следующий раз. Так, ну хорошо. Ну, смотрите, насчет открытого финала, ладно, это, скажем так, задумка режиссера, да? Но я все-таки вопрос немножко глобальный ставлю. Во-первых, ну вот, кстати, по фильму чувствовалось, что вы вот все вот эти вот очень больные темы, ну, напихали, не скажу, ну, скажем так, вы их озвучили в очень короткое время. И я, смотря фильм, он сколько, 29 минут? 27. 27 минут. Чуть больше 27. Это полный хронометраж, да? 27? 12 секунд, если не совсем полный. Вот я когда смотрел, ну, и мы сейчас не будем разбирать его, да, потому что как бы в открытом доступе нету, ну, такое. Мне казалось, что вы хотели сыграть на всех вот этих чувствах. То есть затронуть максимальное количество проблем, да, и, скажем так, в каждой проблеме заявиться и предоставить некое решение или возможное решение этой проблемы. И вот мне казалось, что это как будто бы, ну, чуть-чуть многовато вот этих всех вопросов. Как будто бы вопрос, допустим, Земли, он актуальный. Этот вопрос Земли, он и 150 лет назад был, там мы все это знаем, да, как вся Земля продавалась. И сейчас он актуален. Мне показалось, что как будто вы хотите вот здесь немножко переборщили вот с этими делами. Вот именно с темами, с набором тем. Много всего. И отношения, и земля, и религия, и все вместе. И все у вас в рамках очень короткого хрона. То есть ощущение, что не хватает вот воздуха. Понимаете? Что вот... так, сейчас скажу. Вот мне кажется, что фильм воспринимается длиной кадра. Вот, допустим, мы, когда смотрим старые фильмы, да, которые являются классикой уже, у них были такие длинные, развернутые кадры, чтобы было некое погружение. Погружение в то, что ты смотришь. И вот ощущение, что как будто бы все очень прошло, много вопросов задали, и я должен сейчас сам со всем этим разбираться. Да. Ну, Мы почему? художники, мы так видим.
Можно было еще короче сделать. Не, ну я понимаю, что Можно было еще можно было концентрировать. тизер просто выпустить. Нет, дело в том, что мы не пригласили своего зрителя развлекаться. Мы пригласили его обсудить, осмыслить. И поэтому мы задали некоторые вопросы. Знаете в чем? Вот смотрите, хорошо. Ну, насчет того, что сделано, это понятно. Но понимаете, в чем нюанс? Вот смотрите. Если бы у нас, для Веры, извини, закончу. Если бы у нас было время развести всю эту историю на 1,5 часа, Да. Как минимум. А еще лучше на сериал. поверь, то мы бы старались точно так же насытить каждую секунду фильма максимальным количеством вопросов. Потому что в этом была суть фильма. Поставить вопросы. Здесь не было идеи развлечь зрителя и сказать: вот вопрос, подумайте, давайте будем об этом думать. Нет, нет, здесь идет бой, здесь идет ринг. На рингу вы вначале видели. Здесь идет ринг, понимаете? И тут, если ты открыл, то в этот момент, значит, вот как-то залетела туда муха. Просто знаете что? Вот мне кажется, что главный герой, он чересчур плосковат. Он очень плохой человек, понимаете? Нет. Ну, как Почему это? он плохой? Ну, я вот его он так живет видел. с бабушкой, вот Ну, он как он живет, всё мы видели. делает, дом строит. Все этот невесту ищет. Ну, не. Но самое главное не в этом, а самое главное в том, что этот плохой, в нем нашлись силы стать другим. Самая главная мысль-то в том, что те зерна, которые в него вложила бабушка, которые посеяла, вернее, Отец. отец, то есть они произросли в самый ответственный момент, перед лицом опасности, перед лицом тупика. Именно в этот момент подсознание вышло на первый план. И то, что в нем положено, то и вышло. Қазанда олғаны чомычқа чықа. Қазанға қойылмаған olsa чомычқа чықмайды. Вот об этом, то, что я хотел сказать, что то, что в нас вложили наши предки, оно обязательно в нужный момент должно спасти наш народ. Вот об этом тоже фильм. Вот вам еще дополнительный смысл. Так. Если мало, было бы вот еще дополнительный. Да, ну хорошо. Вообще, конечно, по фильму много вопросов у меня лично, но сейчас мы их не будем обсуждать, потому что вы главный вопрос обсудили, ну, сказали. Знаете, в чем... Технически, наверное, он несовершенен. Не, даже в этом, не в этом. Я всегда... Но для нас здесь именно были смыслы. Смыслы, которые... Чтобы не упустить, не пропустить эти смыслы, которые уходят как сквозь пальцы. Уходят. И сегодняшняя молодежь, она уже другая. Это, наверное, прекрасно, что я являюсь, например, связующим звеном между своими бабушками и прабабушками и моими детьми. То есть я сегодня, как говорится, при ясном уме и твердой памяти могу передать своим детям то, что я слышал от своей прабабушки. То есть вот эти 100 лет во мне как бы зафиксировались, и я могу это передать. Вот об этом этот фильм. Так, ну хорошо. 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 Я посмотрел сюжет. Ну, с презентацией, по-моему. Да, с презентацией сюжет. В Симферополе? Да. И там вы опрашивали тех, кто пришел посмотреть, да?
И там были все положительные отзывы о фильме. То есть вообще не было негативных отзывов? На презентации, Ну да. но сюжет с презентацией это еще своего рода имеет маркетинговые задачи. То есть То есть вы просто вырезали плохие отзывы? Нет, Нет, действительно не мы было. ничего не Нет, вырезали. действительно не было, собственно, и не было такой задачи. Мне показалось наоборот, там люди как-то увидели очень разные грани, и мы это зафиксировали. Но мы получали очень много обратной связи уже, когда фильм вышел на экран. У нас 3 недели в Симферополе был прокат. Первоначально это было 4 дня. Нам трижды продлевали прокат крымские наши прокатчики, поскольку был спрос. Люди активно шли. И большое спасибо аудитории. Это колоссальная поддержка и вдохновение. И мы получали очень много связи обратной. Конечно, были негативные, конечно. То есть не бывает так, что всем все всегда нравится. Это абсолютно нормальная история. Как относились к негативному фидбэку, скажем так? Знаете, я всегда повторяю эту фразу и повторю ее опять. Как сказал прекрасный поэт Александр Твардовский, хочу сказать, но так, как я хочу. Я сказал, обратил внимание вас и других, своего зрителя, на данные вопросы, на данную проблему. А это уже, как вы считаете, это уже как бы не мое. Ну да, это уже Это ваше. да. Да. Поэтому Не, ну- нашлись люди, которые сказали, фильм не художественный, что фильм плакатный и так далее и тому подобное. Но развернуто и подробно, что люди чувствовали и чувствуют, с чем они уходят из кинозала, мы по сей день получаем Да. отзывы, Да, на самом и меня поняли. Вот как раз-таки на днях Меня пришел поняли. такой отзыв, немножко задержавшийся там в дороге на полгода, но пришел уже из далекой страны, из Ирландии. Вот человек собрал мысли, написал очень подробно. И вот я в скором времени, наверное, это опубликую, там действительно несколько страниц. И это вот про ощущения, про те смыслы, которые человек увидел. Кто-то сходил и сказал, кто-то опоздал на 10 минут, знаете, там парковался 10 минут, пришел на фильм на 15 минут титры уже, да? последний, да, посмотрел последние 15 минут, сказал, что за ерунда. И, в принципе, это право зрителя, Ну да. да, выносить свою К оценку. сожалению, у нас не было финансовых средств, чтобы разбить машину, чтобы был пожар, Кого-нибудь убить. кого-нибудь убить. Нет, можно было Хотелось. главного героя перевернуть все-таки, поджечь машину, если бы у нас был Да, дубль да, был такой бюджет. машины. А тут дело в том, что нужно было как-то так ухитриться, изощриться и пролезть в игольное ушко и без денег, и сделать так, чтобы это было и смотрибельно, и интересно, и насыщенный сюжет, и ну как-то так. Ну, а вот сейчас этот фильм на вас накладывает ответственность, что следующая ваша работа должна быть лучше? Я не считаю, что мы сделали вообще лучший вот Нет. в своей Не, там, нет. да, Вопрос не со про своим, это. в своей истории. Ну, как знаете, как будто бы вот вы сделали, вы как будто бы закрепили какое-то качество, и вот в следующий раз вы делаете работу, и у вас вот такое давление, что нужно вот еще лучше Но у сделать. меня его внутреннего нет, не знаю, как у вас. Дело в том, что у вас есть дети для Веры? Ну да, Вот. так получилось. Да, так получилось. И у меня есть. И они разные, понимаете? Хорошо, что так получилось. И они разные. И мы их любим всех. Это не одно и то же, нет. То есть каждый не должен быть хуже. Нет, смотрите, нет, это не одно и то же. Это вообще Вы имеете в виду как-то по качеству или что вы имеете в виду? вообще вы фильм, ну вы 100% практически его контролируете. То есть, Ну, да. а как вы детей? Вы детей никак не контролируете. Ну как это не контролируем? Контролируем. Ну, значит, вы строгий человек. Не, ну смотрите, не я, знаю, например, может быть. бы хотела, чтобы следующий фильм, например, да, может, он был бы комедийный, где бы раскрылся комедийный талант Эльмара Ага. Я говорю об этом, да, что и вот это вот была бы отличная история, если бы это была комедия. Возможно, какая-то мелодрама,
То есть не обязательно вот Не, я не каждый про это. следующий фильм Я должен понимаю. быть, да, похож. Я не понял. Смотрите, я про что говорю. Суальна асла. Вот, сейчас скажу. Вот вы сделали работу, да? Это, я так понимаю, ваша первая работа в плане того, что вы ответственны за итоговую работу, главный режиссер. Вот вы как главный режиссер, естественно, к ней относитесь как к ребенку, естественно. И когда вы планируете делать вторую работу, она может быть чем угодно. Это может быть сатира, комедия, боевик, вообще не важно. Вот ваши внутренние ощущения, у вас есть такое, что вот в этот раз нужно машину все-таки уже поджечь и разбить? Ну, то есть в каких-то моментах улучшиться. Я в этом плане говорю. То есть вы же, вот смотрите, вы же работу над ошибками провели. Конечно. Вот вы сели, вы говорите, вот здесь вот нужно было вот чуть по-другому. Ну, это же нормально, да? Процесс, Нормально. самоанализ. Творческие люди, Вот то вы есть провели анализ. сомневающиеся. Я понимаю, что вы на камеру не должны говорить плохо про свой фильм, но это выстрел в ногу, скажем так, да? Это неадекватно. Но сидя там в мастерской, дома, в команде, вы говорите, вот звукарю, допустим, да, но ты что-то вот автобус проехал, а у тебя это самолет правильно, пролетел. да. Нет, ну это понятно. Понятно, что Но это не все все мы, наша команда, делала этот продукт в таком формате, в таком качестве впервые. Да. То есть у меня были документальные фильмы, у меня были спектакли, моноспектакль был. Но именно такой формат был впервые. Несмотря на то, что я, например, в кинопроизводстве уже задействован лет так 15, а то и больше. Нет, как, 20 будет 26 на следующую. Да. Вот. То, а может и 26. Вот. Но такой был впервые. Ну, здесь же вы полностью отвечали, то есть как Да. главный режиссер. Да. Ну, в следующий раз, конечно. И все равно были свои недочеты. Ну, это понятно, это нормально. Про Не это без никто не этого. говорит. Не без этого. Про это никто не говорит. Вот смотрите, и возвращаясь, Конечно, в следующий раз мы хотим сделать следующий свой продукт. Хотим сделать еще лучше. все, вот А я... как? А как? Это, я думаю, что и каждый также хочет, чтобы следующий продукт был более масштабней, более значительный, более впечатляющий. А вот В смотрите, искусстве техника элемент художественный. Если будет больше техники, будет больше художественности. Скажу я вам так. вот смотрите, у вас, возвращаясь к моему вот этому вопросу насчет того, что почему вы решили «Муптиля» снимать первым, да, проектом, у вас нет такого чувства жалости, что не все проекты вам удастся реализовать, то, что вы хотели бы сделать. Потому что все равно, вы когда занимаетесь одним проектом, все равно вы не можете еще 5 проектов ввести. То есть вы как-то концентрируетесь и делаете что-то одно. А видео? А как вот в этих реалиях, как можно, как вы приоритет выставляете? Вот все-таки это же не Ну, очевидно. смотрите, поскольку мы работаем в условиях таких очень ограниченных возможностей ресурсов, у нас нет такого фонда, в котором, знаете, нам выделили там, не знаю, 12 миллионов и говорят, снимайте, что хотите, да? И мы работаем в очень ограниченных условиях. Мы находимся там, где мы сейчас есть. В тех Это же условиях, прекрасно. в тех законодательных ограничениях, в которых мы сейчас да. есть. И, соответственно, говорить о том, что вот мы сейчас вот так вот раскрыли наши проекты как карты и сидим, выбираем, какой мы сейчас хотим делать или не хотим. Много факторов влияет, в том числе и финансовые возможности. У нас проект некоммерческий, и, соответственно, поиск ресурсов на реализацию того или иного проекта это каждый раз отдельный квест, это уравнение со множеством неизвестных. Это задача с 3 звездочками. Спросите меня, как называется. Если да, не с 5. я вам расскажу. То есть это сложно. И иногда на решение о том, какой проект будет сейчас начинаться, тот или иной, решает как раз-таки, есть у этого проекта поддержка на данный текущий момент или нет. Когда мы начинали снимать «Муптиля»,
У нас был вот этот вот задел небольшой, была поддержка для того, чтобы провести съемочный этап. Мы очень скрупулезно, все подсчитав, высчитав, где мы сможем сэкономить, мы вышли в эту дорогу. Если бы этой минимальной поддержки не было, стартовой, да, мы бы на это не решились. Потому что все-таки, когда у тебя в процессе задействовано там 50 человек, да, у тебя арендованные локации, у тебя люди на площадке, которые находятся там 12 и более часов. То есть это выстраивает перед тобой, вот лично передо мной, как перед продюсером, кучу обязательств. Ну, это И понятно. я не могу, да, идти вот, давайте как-нибудь хаве попьем, так не бывает. То есть мы снимали же фильм о фильме, тоже его показали, вот внутрянку нашего процесса. То есть это было полноценное кинопроизводство. И, Нет, соответственно... и есть план, Барышлан, и есть план, который ты должен за смену выработать. Да. То есть, если ты его не снимаешь сегодня, эта локация от тебя уходит, и на завтра эта локация стоит опять столько же. Ну, это понятно. То есть ты Поэтому... очень даже ограничен во всем. Я так хочу сказать для Веры, откровенно. Профессия режиссера – это очень сложная профессия. Профессия человека очень зависимого ото всего. От продюсера в первую очередь. Не только, нет. не только. Как раз таки с продюсером-то мне и повезло, Аллах шкур. У нас в Наджье прекрасное понимание. И она человек, который погружается и в творчество, и, как говорится, и вдохновение, и расчет. Это все хорошо. Вдохновение и расчет. Да. Здесь есть много всяких разных Расчет тоже есть. других зависимостей. Понимаете? Зависит Да даже от погоды зависит, всего. понимаете? То есть мы наметили проводить съемку, не те погодные условия. То есть что делать? Переносишь. Ну да. Вот, поэтому тут много моментов. Конечно, и сейчас есть целый портфель идей, проектов, которые хочется реализовать, но это должны все ниточки совпасть, да? Должны обстоятельства, возможности, наше желание совпасть, и тогда вот мы решаемся, да, выходить в эту дорогу. Поскольку это вот, как оказалось, путь там длиной год, от момента съемок до выхода длиной в год. И большая часть этого пути произошла, потому что был поиск средств на следующий этап. Ну, понятно. Но все равно-то штат-то большой. Ну, как большой? Ну, это же 50 человек. Это много. 50 человек, это вот у тебя на площадке в данный момент 50 человек, да? То есть там и команда гримеров, художники по костюмов, да. художник-постановщик, реквизиторы, да? То есть вы в титрах видели эту команду, то есть большая действительно команда во всем этом задействована. Я очень благодарна тем людям, которые помогали. Кто-то нам отдал свой дом, вот просто... Удивительные люди, да, семья с 5 детьми переехала на время съемок к родственникам. И большое им спасибо, то, что вот такое доверие есть, да, люди нам давали машину предоставили, которую нам предлагают по сей день. А что вы не сожгли? Которую нам до сих пор предлагают сжечь. Уже закончился фильм, уже все, а до сих пор предлагают, а что же вы не сожгли? Ну, может, не спрашивали просто. То есть это же много-много факторов, да? Мы все привыкли вот к Голливуду, с его бюджетами, к блокбастерам, к экшенам, где там летает, переворачивается, каскадеры, команды. Это все круто. Да, я понимаю, что мы сегодня в какой-то мере конкурируем с вот этим всем огромным киномиром. Да не в киномиром. какой-то мере, а прямая конкуренция. Да, и мы в этой истории пытаемся найти свою дорожечку, свою тропиночку к сердцу зрителя, в том, чтобы он пришел. И когда люди стали идти в кинотеатры, стали приходить в залы, у нас даже была такая история, когда наша девушка, член нашей команды, она пошла в салон красоты к парикмахеру, и парикмахер, как бы, между прочим, говорит, я вот на фильм собираюсь, вы не ходили? И, то есть, если об этом фильме говорят на улицах, на рынках, в парикмахерских, значит, эта история зацепила. И вот это для меня был очень важный индикатор, как для продюсера, что эта история состоялась.
Мгм. А продолжение будет истории? Или с ним все хорошо уже? Мы думали, когда мы закончили съемочный процесс, мы уже, да, тогда сидели, обсуждали, как бы могла эта история развиваться дальше, что с этим героем могло бы Именно быть. эта история? «Мухтиля 2». Ну, там нужен полный метр. Да, у нас портфель, как сказала Наджия Ханум, достаточно набит всякими разными идеями. В том числе и Даже театральными. есть и разработки уже сценарные, и театральными, и театрально-концертными, и киношными, и сериальными. То есть каждый день идет работа. То есть мы ни на один день не останавливаемся, как и говорили в фильме о фильме, что мы заканчиваем один, а начинаем другой. Да, мы начали. Но Сейчас не всё так готовитесь? просто. Конечно. Сейчас готовится очень интересная театральная постановка, перформанс, я бы даже сказала. Да, перформанс именно. Я немножко вот расскажу. Буквально летом этого года Эльмар Ага пригласил меня и сказал, что вот хочет, давно уже работает над одной пьесой и хотел бы мне почитать из нее некоторые фрагменты, так сказать, посмотреть, да, на реакцию, да. Мы где-то вот в одном из бахчисарайских кафе так присели за чашкой кофе. И когда он начал мне читать, я говорю, слушайте, это же фильм. это же, ну, во-первых, это там и фильм, да, там на самом деле настолько интересный пласт был поднят, затронут, это период Крымского ханства, вот как раз-таки становление этого ханства. Это история 16 века, начала 16 века. И очень, очень интересно подан материал, очень ярко, в стихотворной форме. И я говорю, что вы собираетесь делать с этим материалом? То есть там пьеса, большая театральная пьеса. Сейчас Эльмар Ага не служит в театре. И я считаю, это большое упущение этого театра. Ну, там немножко поговорим про это, да? Можем? Да, пожалуйста. Вот. И этот материал, получается, уйдет в стол. То есть мне показалось, что это несправедливо, что этот материал, который я считаю, что вот в художественном плане, он один из самых интересных за вот последние годы, наверное, там лет 10-15, за последние 10-15 лет, это самый интересный художественный материал на исторической основе. И я предложила подумать над каким-то вариантом перформанса, представления. Да, у нас сейчас нет возможности полностью поставить этот спектакль, так как он был поставлен в академическом театре, поскольку там 2,5 часа, да, по-моему? Ну да, это полнометражная Вы пьеса, 5 объясните, актов. Перформанс от постановки чем отличается? Ну, это сейчас я немножко жонглирую терминами. То есть я предложила сделать не классическую академическую постановку на сцене театра, а как-то переосмыслить ее и сделать какой-то именно перформанс на основе этой пьесы. И началась работа. То есть если изначально была идея сделать в формате читки, да, есть такой формат театральный, когда автор читает, то уже, когда началась работа... Аппетит приходит во время читки. Да, да. То есть это уже не читка, то есть это уже именно перформанс, в котором объединены разные форматы, в том числе и читка, в том числе и какие-то моменты, как быть правильно будет назвать, постановки. Да, я бы так сказал. Вот говорит, вот эклектика, понимаете? А хорошая эклектика – это высший пилотаж. И поэтому всегда хочется ставить себе высокую планку и стремиться к этой высокой планке. Так вот, эта история, которую мы сейчас собираемся рассказать и пригласить к диалогу нашего зрителя, театральная наша работа, перформанс, это именно такой будет момент, когда мы используем разные приемы театра современного. То есть здесь и классическая четвертая стена, театр Станиславского, да, и открытый диалог со зрителем,
И, ну, здесь, в общем, такой симбиоз получается театральный. И стена, и Театральных. разрушение стены, и все вместе. Да, и разрушаем, и восстанавливаем. То есть здесь очень много всяких А разных... мизансцены у вас будут? А как же? Тогда как это от перформанса? Что, почему перформанс? Это постановка с какими-то некоторыми элементами, получается, Ну, да? это в целом, это знаете, дело надо сначала сделать, а потом название ему Да. найдется, Так, ну да. это Фенер, да? Я правильно понимаю? Да, Мы Давайте сейчас сначала, как а раз то... говорим о Фене. Театральная Фенер лаборатория это Фенер. театральная лаборатория, да? Да, Давайте да. сначала скажем, чтобы всем было Театральная понятно. лаборатория Фенер, которая была инициирована, создана при Да. Janla Production, как еще одно ответвление, уже театральное, имея такого театрального таланта, деятеля. Так, теперь театр на G. Теперь что театр. дальше? Мне самой страшно, что дальше. Да. Дело в том, что мы ищем различные, как сказать, площадки Ну да. для общения с народом. Да, я понимаю. То есть здесь и лекции, которые прекрасные, я считаю, эти курсы с лекциями, которые проводит Janla Production. Здесь и киноплощадка. Здесь аудиокниги. Почему бы нам не замахнуться? На Вильяма нашего, на Шекспира. И как раз-таки движимые этой идеей, мы решили все-таки пойти на такой подвиг и создать и театральную площадку. Дело в том, что театр, как и любой организм живой, он рождается, живет и умирает. Ведь театр – это не только здание, госассигнование. Театр – это в первую очередь мысль и художественная форма. А как раз-таки лабораторная форма, то есть момент, где можно искать, поиск смыслов, форм, это, на наш взгляд, живая форма театра. Жанлы тіл бар, ve жанлы театр бар. Біздің продакшнымыздың ады жанлы олған соң, оның әрбір япқан іші жанлы олмақ керек. И поэтому мы выбрали форму именно театральной лаборатории, когда мы ищем новое. Технически это будут регулярные показы или это будет какой-то разовый показ, потом вы будете что-то додумывать, доделывать? Большая история, большой вызов. Нет в Симферополе, нет в Бахчисарае арт-центров, в который вот ты пришел, даже на условиях аренды, взял помещение и что-то реализовал. Это каждый раз какие-то муки, поиски, где это все показать. Прыжки в сторону. Да, это отнимает очень много ресурсов. А где бизнес-форумы собираются, не подходит такая площадка? Где бизнес-форумы, это банкетные залы, вы имеете в Ну, виду? типа в Москве там вот такие же есть специализированные, там где есть много стульчиков. Не есть. совсем, не совсем. подходит? Я много провожу мероприятий, и я имею свое мнение относительно того, где какие мероприятия бы были уместны. Знаете, иногда вот мы проводим молодежные встречи, Лафия Курабьепати, в старом таком разбитом дворике Я там газеты был, да. «Крым». И вот иногда та атмосфера, тот вайб, который исходит от этой локации, от этих стен, от этого места, мне дороже какого-нибудь самого уютного банкетного Совершенно зала, верно. потому Не, это что понятно. да, Это все-таки понятно. локация, она задает какую-то тональность и определяет. Я очень ценю то, что сегодня наши рестораторы, по сути, стали такими площадками для проведения культурных мероприятий, да. Они дают эти площадки, проводят у себя очень много. Они подхватили этот флаг и его несут, но нужно нам все-таки пространство именно предназначенное для культурных мероприятий, для выставок, для галереи, для вот именно, понимаете,
то помещение, в котором проводятся свадьбы, оно пропитывается вот этой свадебной атмосферой. Вот мы уже говорили о том, что, да, вот у нас такая культурно, как вы сказали, танцевально-свадебная, да, получается, культура. Возможно, это проистекает именно... Концертно-свадебная. Концертно-свадебная, именно и по той причине, что у нас не разграничивают. Вот у нас привыкли люди прийти на концерт и есть во время концерта. То есть два вида удовольствия, которые зачем-то совмещаются. Это же гениально. Это коммерчески, наверное, Это интересная эклектика. история, да. Но нет, мне кажется, это не гениально, это Не эклектика. это не эклектика, нет, нет. Это кое-что В филармонию, знаете, не приходят люди с бутербродами, да, это считается дурным тоном, поскольку получается вкушение вкусной еды Мгм. и все-таки духовная пища – это два разных вида удовольствия, которые все-таки надо научиться разграничивать. Мне до слез обидно, когда приходят прекраснейшие наши, самые лучшие наши топовые музыканты, а люди к ним сидят спиной и в это время нанизывают на вилочку люля. Мне до слез обидно за этих музыкантов. То есть я, может Они быть, привыкли сегодня так говорю работать. непопулярные вещи. Нет, они не привыкли. Я общаюсь с музыкантами, им обидно. Им Да, обидно. ну, они же свадебные музыканты. Нет, они зарабатывают на свадьбах, но если мы заявляем какой-то там, да, вот в каком-то и не свадебном формате, но все происходит как свадьба, то вот что-то здесь не так. И ребята. столы надо просто убрать, и все. Нет, дело в том, что для Веры я 20 лет вел свадьбы. Я помню. Свадьбы были разные. Гости на свадьбах тоже были разные. Естественно. Я не просто объявлял там, да, кто за кем танцует и кто кем приводится жениху или невесте. Мне приходилось рассказывать эстрадные монологи, которые я сам же и писал. Были такие зрители, которые отставляли эту вилку и ложку, поворачивались и слушали до конца. Были такие, которые выламывали из рук микрофоны, а были такие, которые ели и пили и не обращали на тебя внимания. Но это свадьба. Мы предлагаем совершенно другую сейчас историю общения. Ну да, я понимаю. Мы предлагаем прямой диалог, глаз в глаз, Не отвлекаясь. не отвлекаясь, влево-право нет. Есть только вот эта история. Мы предлагаем такой диалог, поэтому и ищем. Я немного отойду в сторону и скажу, вот мы сегодня находимся в нашем прекрасном городе Бахчисарай, да, колыбель нашей крымско-татарской вот культуры, біздің халықтың негізі. К большому сожалению, при огромном количестве деятелей культуры на квадратный метр в этом городе, здесь есть и композиторы мирового уровня, художники, поэты, артисты. У нас нет, журналисты, да, но я не буду всех перечислять, но деятели нашей культуры современной. Но, к сожалению, у нас не нашлось 100 квадратных метров, чтобы сделать маленький, небольшой островок культуры. Театр, дом писателей. Я не знаю, но кто за бы то- столько лет не нашлось. Когда-то, давным-давно, 20 лет назад в старом городе, вы помните, был театрик, Народный театр наш бахчисарайский. Саволсон Лютфи Усманов тогда поддержал эту идею и долгое время курировал этот вопрос. Но это не стало на законные рельсы. Традицию не перешли. Не переросло в какой-то в профессиональный подход, не заимело, не получило поддержки. А почему? А жаль. Ну, Потому не что знаю, были какие-то причины, те или иные, институция, она объективные, требует, необъективные. понимаете, это такая история, которая требует бюджетных ассигнований. То есть это нужна была некая воля, да? Воля.
тех людей, которые в тот те момент находились у власти, обладали есть какими-то могли там сделать. ресурсами. Конечно, Да. конечно. Просто ввести в бюджетное финансирование, взять, да, уже на какие-то балансы. Это делается. Огромное количество Это было 20 лет назад. инициативных коллективов, там, танцевальных, театральных, они таким образом фиксируются, переносятся, ставятся да, на баланс города, да, из бюджета города выделяется поддержка на их существование, из республиканского бюджета и так далее. То есть возможности, как ввести это в какие-то рамки систематические, они были. Просто не было воли. А сейчас уже Не нельзя. нужно было дублировать работу районного дома культуры. Нет. Это должен был быть чуть-чуть другой уровень профессиональных кадров. Но, к сожалению, этого не случилось. Но я все-таки не теряю надежды, что в этом нашем славном городе, у которого история была славной, все-таки состоится в один прекрасный день такой театр. Театр – это не просто развлечение. Театр – это площадка для воспитания народа. А в итоге вы площадку пока не нашли. Нет. Нет, мы еще в поиске. Вопрос открыт. А вот эти кинотеатры, где кинотеатр, это плохая площадка? Но кинотеатр он не подходит для спектакля, поскольку нам нужна такая, знаете, открытая площадка. Мы даже согласны на какие-то подвалы. Вот подвалы, да, но в которые, ну, там пусть более-менее обустроенные, вот с пространством, свободным пространством, которое вот можно обжить. У нас уже реквизит делается, декорация во все делается, шьются пусть неполноценные, но костюмы с некими акцентами. Элементы костюмов, да. Это ветер. Круто. А я еще полчаса назад вам сказал, что Гидромедцентр Эльмарага нам сообщил, да, что будет. Почувствовал. будет головой. Вот. И на самом деле нам нужна просто такая площадка открытая, да, пространство где-то метров 100 квадратных. Но есть определенные, как бы не то чтобы требования, да, но исходные данные для того, чтобы там проводить мероприятия. Вот меня даже не смущает, что это будет какая-то не очень обжитая площадка или где-то она будет находиться на отшибе. Знаете, когда интересно будет людям посмотреть, они приедут туда, где будет интересно. Вот. Но нам нужно создать определенную атмосферу в этом месте. И ну, какой-то, например, ночной клуб нам в этом не подойдет. Вот в данном случае, вот в той постановке, которая идет, называется она «Джеза», «Кара». Что-то какие-то у вас тяжелые названия. Ну, глыба. Мы от Муптеля еще не отошли, а вы уже... Привыкайте. Ну, будут и комедии, да? Будут же. Конечно. Хотя бы комедии там, ну, тяжелые, комедии тяжелые, чтобы чуть отдыхали. До комедии нужно дорасти. Это очень тяжело. До комедии нужно дорасти. Нам нужны кадры, нам нужны кадры, нам нужны не просто приколисты, не просто приколисты. Дело в том, что комедия – это уже показатель высокого уровня мастерства. То есть, абы кто комедию играть не может. Да. И даже в нашем театре академическом не все могут. Не все с этим могут. Понимаете, юмор и кривляние – это разные вещи, я скажу так. Маленький еще вопрос насчет вашей театральной студии для маленьких. Вот она у вас была в Симферополе, насколько я помню. Ну, театральных студий было 2. Ну, Бахчисарай тоже был. Я, конечно, не Станиславский, но скажу вам так, Но никому не верю, да? их было 2. Первая студия это была здесь, в Бахчисарае, которая переросла в Бахчисарайский народный театр, и где мы поставили порядка 8 спектаклей, получали призы на международных фестивалях с ребятами. Несколько человек поступили в профильные учебные заведения и закончили. К сожалению, они не работают по профессии, но находятся в творчестве. Ну, может, придут еще. Да, вот. А вторая студия, вторую студию мы основали совместно
Начинали с журналом «Арманчик» с Идией Муслимовой. Потом как-то так получилось, что пути разошлись. Вот. Да, эта студия вторая просуществовала 3 года. Ну, это немало. Немало, при том, что первая студия просуществовала 10 лет. Но у вас вторая же была какая-то более коммерческая, нет? Вы там платно вы брали? Да, там были платно. Дело в том, что мы же нанимали помещение. Не, я же не спорю, я Да. просто отмечаю. Вот, покупали реквизит, покупали там эшьялар алынды и так далее. А почему сегодня вы это не делаете? Э, Наджия, почему нет студии? Я не увидел, в то время я не увидел как бы такого пристального внимания к этим студиям. И к первой, и ко второй. Понимаете? То есть 5, 7, 10 детей – это хорошо, но это же дети. Понимаете? Сегодня один может прийти, завтра Да. другой не может прийти. В итоге 4 Обучить их правильно говорить, двигаться, уметь держаться, публичному одиночеству и так далее. То есть некоторым элементам актерского тренинга это да. Но сделать какой-то репертуар – это очень сложно. Сегодня мы, работая со взрослыми в театральной лаборатории Фенер, и то сталкиваемся с такими трудностями, когда у каждого есть работа, все Дела есть, да. работают. Есть у нас профессиональные актеры, а есть любители, которые очень хорошие любители, друзья, и хотят, и могут этим заниматься. Но в силу объективных причин сегодня не может прийти Дилявер. Да. Поэтому Наджия с Эльмаром сегодня собрались и занимаются другим делом. Ну, вроде как и обязаловки такой жесткой нету, да, там как бы все-таки Мы не платим да? им Конечно, денег. конечно, Мы же это не же- академический театр, мы зарплату не платим. Ну да, и предъявить как бы. Поэтому, Но и тем не менее, там уже порядка 15 человек да, на идейных началах и регулярной репетиции. и процентов 80 уже дело сделано. Мы рассчитываем, что мы где-то в конце апреля, да, Да, уже сметался. посметался. Все-таки объявим о премьере, то есть мы выйдем уже на премьеру, мы найдем эту локацию, эту площадку, поскольку уже спектакль. Но вы, получается, сделаете разовое мероприятие, потом подумаете, да? Не, мы хотим, Или вы сразу мы анонсируете хотим- несколько? Мы хотим выйти на такие, на самом деле, рельсы. Здесь уже я как продюсер, который про расчет, Мгм. и я уже понимаю, что эта история должна обрасти какой-то коммерческой состоятельностью. Ну, как Алтынбешек что-то не получилось, да? У них же не получилось? Ну, Но они не насколько я знаю, работают. сейчас театр не работает. Не знаю, у них были спектакли, да? Ну, они, по-моему, старый репертуар, да, возили? Дело в том, что мы изначально с Наджией Ханум, когда запланировали эту тему с Деятельность. Фенером, да, эту деятельность, мы сказали, что мы будем именно заниматься лабораторией, то есть изысканиями, ничего старого. У нас все должно быть совершенно свежее, новое. Сыр не может быть, как там у классика. Осетрина Ну, второй, второй свежести. свежести Да, может. второй свежести не может быть, понимаете? То есть сегодня пьеса написана, и тут же она передается зрителю. И у нас уже этот портфель лаборатории Фенер тоже имеет свои произведения, которые мы по очереди будем То есть предлагать. репертуар, по сути. Да. Да? Репертуар, репертуар да. есть. Он неравнозначный. Ну, то есть есть и такой формат, и другой формат, и третий формат, но они есть. То есть это будет эксперимент. И Это эксперимент. Если будут какие-то молодые режиссеры, которые захотят прийти и поставить на нашей площадке свою постановку,
Мы с удовольствием Мы рассмотрим эту возможность. И, так сказать, вот есть состоявшиеся мэтры, есть уже наш опыт практически в реализации проектов. На самом деле к нам много людей стучится с проектами, с идеями. Но вот, понимаете, для того, чтобы ввязаться мне в какую-то идею, пусть она даже кому-то кажется очень авантюрной, мне надо в нее поверить самой. Ну, понятное дело. И если вот я вижу, да, человека, вижу идею, и я как Станиславский верю, то есть я да. берусь за эту историю. Понятно. Да. И еще такой маленький момент, уже будем завершать потихоньку. Хотел бы поговорить про поддержку. Утомили мы с Мусакая, да? Нет. Я могу Тяжелый разговор. много. Просто я знаю, что слишком много тоже тяжело потом собирать. Вопросов на самом деле очень много, реально много вопросов. Вот вопрос поддержки, да? Такое Один из самых заморское больных. слово «донат». Да. Больных вопросов. И это не пончик. Да. Ну, это донат, там, ударение. Ну, в общем, что с поддержкой вообще, как? Ой, что с поддержкой? Давайте так, какую бы хотели иметь поддержку? Вот в какой форме это было бы уместно и полезно? Поддержка – это очень легко. Нет. По номеру телефона? Да. Сейчас, да, мы тоже проводим такие тектонические сдвиги в сознании нашей аудитории, и мы людям вкладываем для многих новую мысль о том, что если вам что-то нравится, то, что вы смотрите, это нужно поддерживать рублем, гривней, долларом, евро, юанем, что в вашем есть ассортименте. Сейчас есть разные возможности, где бы ты ни находился, да, в любой точке мира, даже несмотря на санкции, даже в этих условиях есть эти возможности поддерживать те проекты, которые вам нравятся. Мы столкнулись с тем, что аудитория с большим удивлением узнает от нас, что, оказывается, организация прямой трансляции стоит денег. Они говорят: у вас там лекция, организуйте прямую трансляцию. Там презентация. Ну, они же организуйте думают, прямую наверное, вы трансляцию. телефон поставите, и это будет прямая трансляция. Я просто выхожу к аудитории там, на наших площадках, в телеграм-каналах. Я людям объясняю в чатах, что организация одной трансляции стоит от 40 до 100 тысяч рублей. Профессиональная, да, то есть ты привлекаешь технику, ты привлекаешь профессионалов, которые все это бюджет определенный. Как, говорят они, ведь вот, ну, другие же делают, но это как бы я говорю о себе, как я работаю. Ну да. Вся моя деятельность, она вот на глазах. То есть если у нас не хватает каких-то моментов, где мы понимаем, что мы не перекроем, да, то где те люди, которые поддерживали наши проекты из числа бизнесменов, с которыми мы общаемся, с которыми мы выходим и просим поддержки, ну, в последний год и они переживают трудные времена. И Ну те да. люди, которые, например, там чем-то могли и как-то поддерживали, сегодня мне вот говорят: извини, но уже как бы очень трудно. Нет возможности выделять на социальные проекты. И мы не стесняемся объявлять сборы. То есть недавно мы проводили сбор на звуковую колонку, там более 20 тысяч рублей, которую наша аудитория нам собрала. Мы купили эту колонку и уже вот провели там 2 мероприятия с этим. Ну, Да? подожди, но ты говоришь, это же не стыдно Мне не объявлять сбор? стыдно. Мне не стыдно. Ну, но, и никому не должно быть стыдно. я сталкивалась с тем, что, ой, ну как-то вот вы просите, вот это вот. Мне не стыдно, потому что то, что я делаю не в свой Ты же карман. не себе на день рождения колонку купил, я надеюсь, да? Вот как блогеры делают. А Хорошая то идея. шумновато что-то стало в вашем Хорошая периоде. идея. Мои соседи. Вот. То, что я делаю, да, те проекты, которые мы сегодня реализуем, ну, достаточно прозрачно все происходит. От первого проекта это онлайн-радио, который мы сделали очень быстро, там маленькой команды, вот моих друзей, моих коллег еще со времен Мейдана и Атера.
Это мы реализовали быстро, да, но это радио существует до сих пор. Там сейчас очень много уже слушателей, которые за пределами Крыма слушают. Ну да, да, это попали такая... сейчас в волну тоже. Да. Вот Необходимость появилась возросла. необходимость, и иногда очень трогательные отзывы, прям до слез читаешь и понимаешь, что вот не зря ты столько лет где-то, да, себе в убыток, но ты поддерживал существование этой радиостанции, то сегодня это то, что нужно, то, что востребовано. Не стыдно просить мне лично, потому что мы, вот, все, что мы делаем, вы видите. То есть вот оно на виду. У нас нет возможности, какие-то проекты замораживаются, да, и это тоже такая очень живая история. Вот, например, проект Ирла Погрен очень мне нравится, очень мне хочется его продолжать, Да. но на данный момент нет финансовых возможностей, он достаточно дорогостоящий в производстве. И мне очень хочется делать новые аудиокниги, есть уже репертуар, да, но это тут тоже определенные затраты. И вот сейчас мы с моими коллегами, мы вышли на такую модель, клубную модель по подписке, которую мы сейчас будем внедрять, пытаться внедрять и реализовывать. И это бы нам, во-первых, помимо того, что для аудитории будет новый классный формат, который позволит им такое осуществить погружение в родную культуру, в родной язык, закрывать те пробелы, которые, ну, не в силу там, их там, личных причин возникли. Это общая наша беда и проблема, что, например, вот я сама, да, когда пришла вот работать в крымско-татарские медиа, у меня тоже было много пробелов. Мне приходилось много читать литературы, чтобы закрывать эти пробелы. Ну да. Да, и знаете, и находить для этого время. Что, например, мне я вставала в 6 утра, до 8 читала, и потом шла на работу. И такой был тоже период. Может, без завтрака, получается, оставался. Я успевала. Успеваешь. Да. То есть вот эти моменты мне приходилось дорабатывать. Да? Если бы у меня на тот момент был такой помощник, такой проводник в мир родной культуры, литературы, языка, то я была бы благодарна. То сегодня мы уже этот формат разработали, мы его уже все подготовили, все необходимое, и вот сейчас мы готовимся его запускать. Это такой формат по подписке, который предполагает, что вы каждый месяц будете там какую-то небольшую там сумму, да, определенную сумму фиксированную платить. И получать гарантированно такой-то объем контента. Если мы сделаем эту модель, это позволит нам планировать производство некоторых видов контента, Да, которые мы понятно. хотим. Да. То есть это уже будет более профессиональная история, чем мы от поддержки к поддержке, вот, знаете, мечемся. Так, получается, ты вот этих обычных зрителей, ты их отсекаешь от этого? То есть у тебя не будет в свободном доступе про контент? Будет часть, но будет часть выходить в такой, да, в доступ, в общий доступ, но те, кто будут участниками Джанглы-клуба, у них будет приоритетное право, они будут первыми видеть, знакомиться, да, то есть это тоже такая привилегия. А затем, спустя время, часть контента будет выходить в открытый доступ, конечно. Но мы не потому, что мы хотим, да, там спрятать сокровище, моя прелесть. Мы сейчас ищем возможности, как стать финансово устойчивыми сегодня, понятно, сейчас. И это одна из моделей, которую мы хотим потестировать. Мы сделали вот фандрайзинговую кампанию для сборника Алие, Кинджи Али, ее первого поэтического сборника «Физа». Эта кампания была успешная, книга, пусть небольшим тиражом, но она состоялась, она нашла своего читателя. Это тоже хороший прецедент, который можно на некоторые проекты воспроизводить. То есть, вот правильно Марафа сказала, что я и про вдохновение, и про расчет. Потому что я не люблю, я плохо считаю, правда. Но мне приходится думать об этом тоже, поскольку мне нужно думать о жизнеустойчивости проекта. Не, ну, Надежда, понимаешь, вот ты сейчас столько мне это объясняешь, и мне это все понятно. Я больше аудиторию. Просто мне знаешь, что не нравится, что нужно объяснять, что мы тратим усилия. Вот кто-то идет на работу, да? Да. Уставший возвращается, смс-очку получает с деньгами, и все окей. А тут, получается, столько усилий возложено, Да. и мы такие, желеманпа сижу, да? Вот это что за ерунда вообще? Месяцами. Что это такое вообще? Почему у нас, у людей, у наших, нету желания просто кинуть донат, несчастных 200 рублей? Понимаешь, я уже прошла стадии вот этих гнев, торг, отрицания, принятия. Теперь я сижу и думаю, вот как с этим быть? Вот действительно, наша аудитория
действительно, вот у Ильмаса Пазовой увидела недавно пост, не пост или комментарий к посту о том, что наша аудитория развращена, наше общество развращено. И, наверное, да, она права, поскольку наше общество развращено вот этим иждивенчеством. Халява, плиз, да, развращено вот этой позиции жертвы. Дайте мне все бесплатно. Но я хочу хорошего, я хочу вкусного. Вкусное, да, хороший контент, он, если вы хотите, независимый, хороший контент. То есть всегда надо помнить одно правило. Если вы не платите за контент, то вас продают как аудиторию. Вот и все. Так это работает. Ну да, просто как будто бы это очевидно, просто поддержать там какие-то усилия. Тем более результаты же есть. Мы же не про то говорим, что ну, я вообще говорю, да, собрались какие-то люди, говорят, вот у нас в планах сделать, вы нам сейчас помогите, а вот мы... То есть, ну, уже же какая-то работа есть. Уже работа есть. Почему вот этого нету понимания? Причем, ну, мы же понимаем, что 200 рублей, там, 300 рублей, это сегодня чашка кофе стоит. Знаете, вот у нас уже научились жертвовать на больных, на малоимущих. Ой, это мы быстро умеем, да. Это прекрасно. Мы быстро. Теперь надо научиться поддерживать. Это хорошо. Да. Это уже обнадеживать. Да. Значит, следующий этап – надо научить аудиторию жертвовать на те проекты, которые вам откликаются. Нравится мне проект «Мызмысакая»? Вот понравился мне... В описании там. Да, в описании, да, вот туда. Вот туда. Нравится мне твой проект? Я кину, да. Нравится мне еще какой-то вот ребята, которые были на прошлом подкасте, Бэби Кависы. Отличную работу проводят, значимую. Йол Парасы. Они не говорят, дайте нам, знаете, не хватает ли там на Мерседес. Они говорят, Йол Парасына, потому что это действительно поехать в Керчь, поехать в какой-нибудь советский район, это не то, что время, да, это дорога, машина, то есть это... Да, слушайте, ну какое-то же понимание, сострадание какое-то должно же быть, но... Ну, надо объяснять это аудитории. Вектора вот в одном направлении, то, что ребята стараются, не отдыхают, не едут куда-то, подготовка, вот это все, то есть как будто бы у наших людей нет понимания, что вот этот контент стоит. Для этого нужно задавать вопросы нашей публике. Ну, мы же задаем. Нужно задавать эти вопросы, и чтобы люди искали на них ответы. Потому как если мы не будем поднимать этих вопросов в своих произведениях, в своих лекциях, в своих лабораториях, в вашем контенте, подкастах, то тогда так и будет вот это вот плыть непонятно куда. Ведь под каждым вашим подкастом, да, прибегает куча аудиторий. Кто-то высказывает свою фе, кто-то возмущаться, а почему вот так? Ну, чаще всего так. Почему не на татарском языке? Это привыкайте. Мы 6 лет уже выслушиваем, почему не на татарском, если делаешь на татарском. Урсчаул Саиды Менбакарадам. То есть это какая-то вечная история про то, что ты никогда не будешь угоден всем. Но ведь как и вы, так и мы тоже делаем не потому, чтобы кому-то понравиться, да? Потому что иначе не можем. Я пыталась, честно я скажу, вот у меня личная история, когда мне говорят, зачем тебе все это надо? Я несколько раз пыталась уходить с вот этой вот национальной дорожки, на более широкую аудиторию. На более широкую аудиторию. Я ходила в коммерческие проекты, я ходила работать на международные телерадиокомпании. У меня все прекрасно получалось. В какой-то момент вот обстоятельства складывались так, что меня опять возвращало на эту дорожку. И я уже поняла, что ну хорошо. Получается, не можешь, да, без народа? Да, меня опять возвращает всеми какими-то хитросплетениями судьбы, меня опять приводит случайности просто. Как я попала, начиная с того, как я попала на радио, это тоже большая одна случайность. Ну хорошо, видимо, это мой путь. Идем дальше. Окей, работаем с тем, что есть. Окей, я согласна, я смирилась, да. Но нам нужно работать с аудиторией. Аудитория не глупая, хорошая аудитория. Я очень рада тем людям, которые вот приходят на наши проекты, которые пишут, да, в комментариях, в чатах. Мне очень нравится эта аудитория, она классная. Ну, да. Иногда мы спорим просто до хрипоты по каким-то моментам, но это же и есть та необходимая, пусть пока не полноценно, но уже какие-то зачатки общественной дискуссии, когда должны цвести 100 цветов, как говорил Челевиджихан. Да, да. Вот пусть оно пока в таких микроформатах, да, пока в тех небольших формах, в каких оно может сейчас существовать,
но пусть вот эти вот здравые ростки, они прорастают. Не надо нам вот только, вы знаете, генеральной линии партии, вместе с которой мы будем Ну да, колебаться. У нас какая-то должно быть- альтернатива должна быть. Да, какая-то. должна быть альтернатива. Чё Должен знаю. быть один подкаст, второй, да, должен быть один проект, второй, один продакшн, второй, третий, пятый, десятый. Да, 20 продакшенов должно Когда быть. будет уже здоровая конкуренция, И жизнеспособные. Да. Вот представьте, Они было бы и 20 остаются. продакшенов типа Которые бы вашего. Было бы производили- 20 фильмов за один год. 20. я делаю кинофестиваль, мне нечего показывать. Вот я делаю показы, да, короткометражек, и каждый раз это просто большая удача, когда появляются какие-то новые работы. Ну, это понятно. Это большая удача, это энтузиасты, которые это делают. Вот было бы 20 продакшенов, которые бы снимали эти фильмы, как было бы интересно, Ну да. как было бы здорово. То есть аудиторию надо приучать к тому, что быркамся кельмес, быркамся бермес. Вот нам надо сегодня, нам нужен театр. Давайте его создадим. Нам нужно сегодня, чтобы у нас создавались там фильмы, продакшены. Так давайте поддерживать тех людей, которые идут по этому пути, очень тяжелому пути, да, спотыкаясь, ошибаясь, падая, вставая, разбивая ноги в кровь, идут. То есть поддерживайте, не заклевывайте со старта. Это, знаешь, как когда ты много зарабатываешь, ну вот такие успешные родители, да, и чтобы они откупились от чувства вины, они ребенку покупают дорогие подарки. Вот, мне кажется, можно было просто помогать тем, кто занимается культурой, да, если у тебя есть какое-то чувство тревоги, что ты не занимаешься культурой, можно просто чуть-чуть денежек дать тем, кто занимается. Конечно. Это не то, что как бы чувство вины заглушать, да? А почему бы нет? Это социальная ответственность. Вот Ну, у нас... это Да, Вот важно. да. Ответственность, которая То есть, порождает. когда ты заработал немножко денег, которые у тебя уже хватает на хлеб, на масло, на чебурек, на машину, то есть надо уже подумать, а что дальше? В какой среде будут работать, жить, расти мои дети и внуки? То есть если я сегодня своими там, не знаю, 5000 могу помочь вот таким людям, которые что-то созидают, создают, вот хорошо бы, чтобы вот этот вот тумблерчик, да, вот эта кнопочка, когда ты уже достиг какого-то определенного материального уровня, благодаря себе, конечно же, и ты уже можешь немножко смотреть по сторонам, чтобы ты смотрел по сторонам и видел вот эти вот очажки культуры, Ну да. которые тлеют, и не считал чем-то зазорным им помогать. И когда они к тебе приходят, не через губу с ними разговаривать. Не то, что зазорным. У нас же были и меценаты, Конечно. которые помогали, благодаря которым мы сегодня знаем Терджиман, мы знаем другие наши культурные проекты, которые у нас были. Но самый большой меценат – это народ все-таки. Конечно. Сам народ. Конечно. И вот сознательность каждого, да, и вот понимание того, как вот этот медиарынок устроен. То есть мы же делали курс по критическому мышлению, да, много вообще, там полгода, наверное, мы активно так рассказывали про то, как все устроено в мире медиа. То есть если вы смотрите телевизор бесплатно, да, как вы считаете, на самом деле не бесплатно. То есть вы смотрите рекламу, вы смотрите те программы, в которых вам закладывают определенные смыслы и нарративы, как сейчас модно говорить. То есть вы в этот момент есть товар, который продается. Ну, внимание. Если вы покупать, да. хотите, вот я прихожу на рынок, я хочу вот лимончики повкуснее, да, там лук такой самый свежий и так далее, то я вот выбираю. То есть таким же образом вы можете выбирать тех, кому помогать этим рублем. Да? Если я помогаю сегодня вот этому, например, продавцу, он завтра там еще лучше палаточку, уже не палаточку, уже более какой-то там, да, магазинчик поставит, товар по ассортимент побольше возьмет. Также здесь работают эти принципы. И вот не зазорно вообще помогать. Эти 200 рублей на самом деле решают. Конечно, решают. Эти решают. Поэтому вот если такой, да... Но даже, понимаешь, Надя, даже дело не в 200 рублях. Просто само понимание, что ты не один это делаешь, понимаешь, что не только да, тебе это что надо. Ты не зря тащишь вот это вот все. Что вот вы делаете свой театр, да, и вот это не 3 детям надо все это. Да. Вот это понимание должно Да, быть. да, да. А как это понимание ощутить? Вот такой поддержкой? Такой поддержкой, да, когда ты, вот, когда, знаете, бывает вот люди делают там скидку
Вот ты приходишь куда-то, они говорят: мы вас знаем. Вот это стоит 300 рублей, вам 250. И ты понимаешь, что вот это его 50 рублей, это вклад вот в это общее дело. То есть он, вот это ценно, понимаете, не какие-то миллионы, которые на тебя там насыпет или не насыпет некий меценат, а вот это понимание, это вот ценности того, что ты делаешь, вот оно очень важно, но на низовом уровне. Да. Да, вот это важно. Когда такие есть, это вдохновляет, не знаю, идти дальше. У вас, наверное, тоже снимать новых героев, делать новый подкаст. Это же колоссальный труд. Это колоссальный труд. Это не просто я сижу, умничаю возле... Ну, пока просто сидим. Потом будет Нет. работа. То есть, Ну да. да, и я прошла тоже 6 лет скоро проекту Чанлы, и много-много мыслей, много всяких историй, да, осознаний, инсайтов. Рекомендую. Давайте поддерживать. Саунс, что пришли. В общем, Саунс, что пригласили. Да, я думаю, что, надеюсь, что будет больше поводов встречаться. Вообще изначально я эту площадку задумывал как обмен новостями в том числе, да, что такая некая афиша, что вообще происходит. Поэтому будет повод встречаться, будет повод обсуждать, делиться мнениями. И если какие-то вопросы и наши слова где-то нашли какое-то отражение, да, это уже неплохо. Саунус за возможность Саунс, классно. сказать. Приглашайте еще.